История одного из ведущих отделов кузницы кадров национальной культуры неразрывна с судьбой самого училища. 1922. Это также год создания фортепианного отделения, которое в эти дни тоже отмечает свой юбилей. Его организаторы, такие замечательные музыканты, как Марианелла Андржиевская и Вильгельм Штегман, выпускник Штутгартской консерватории, заложили основу профессионального воспитания пианистов нашей республики. Их дело продолжили ведущие педагоги Зайдентрегер Михаил Акимович, заслуженный работник культуры Российской Федерации Республики Башкортостан. Он начал работать на отделе в 1939 году. Его ученики, такие как Аркадий Минков, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, Лейла Кудаярова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, ныне работают на нашем отделе и продолжают его дело. И еще ряд педагогов. Это Хамитова Светлана Ахметовна, выпускница тоже Михаила Акимовича Зайдентрегера, Копман Татьяна Ивановна и ряд других педагогов. Ева Павловна Сеферова. С именем этого крупнейшего музыканта связана целая эпоха в летописи училища. В Уфу она попала в годы сталинских репрессий. Выпускница Петербургской консерватории, воспитанница величайшего педагога Есиповой, корни которой, в свою очередь, восходят аж к самому Ференцу Листу. Ева Сеферова вырастила целую плеяду пианистов, многие из которых продолжили дело своего учителя. В Уфимском училище искусств преподают заслуженные работники культуры Республики Башкортостан Людмила Горбунова, Энварда Мартиросянс, Наталья Латышева, Тамара Новикова, заслуженный учитель Республики Светлана Нехаева, заведующая отделением фортепиано Светлана Кульбарисова. Сейчас на нашем отделе работает 18 преподавателей. Есть преподаватели опытные, зрелые, и молодые. Появились вот сейчас молодые педагоги, которые являются как бы учениками, а некоторые даже внуками наших педагогов. Становление нового поколения музыкантов происходит во многом и благодаря их участию в различного рода конкурсах, всероссийских и международных. Педагоги отмечают, что в последние годы такая практика все больше и чаще имеет место в развитии фортепианного искусства Башкортостана, благодаря как славным его традициям, так в немалой степени пристальному вниманию и поддержке руководства республики. Международный конкурс искусства 21 века. Это президент выделил деньги на поездку нашей выпускницы Хабировой Элины, которая получила вторую премию на этом конкурсе. И сейчас она является студенткой Российской академии музыки имени Гнесиных. Благодаря Халяфу Халфидиновичу и Министерству культуры мы смогли не раз выехать на международные курсы имени Рахманинова. Это высшие курсы пианистического мастерства, которые находятся в городе Тамбове, на родине великого композитора. И вращаясь в кругах таких замечательных музыкантов, как Миржанов, Московской консерватории профессор, Александров, заведующий кафедрой Российской академии музыки имени Гнесиных, Борис Львов, это профессор Троссингенской консерватории. Вот ученики могли впитать в себя очень много и слушать игру своих, так сказать, ровесников, выпускников различных вузов, различных стран. Это Япония, США, Канада, Италия, Швейцария. Я хочу сказать несколько слов о конкурсах, посвященных каким-то определенным композиторам, в частности, вот, башкирским композиторам. У нас проводятся такие вот отдельные конкурсы. Конкурс Сабитова, конкурс Исмагилова, конкурс Заимова. Вот, да. Вот на эти конкурсы, конечно, может быть, это с точки зрения международного плана, это конкурсы более скромные. Ну, во-первых, это стимулирует, и башкирских композиторов очень много пишут прямо специально к конкурсу. И вот таких лауреатов у нас, в общем-то, почти у всех учеников есть, потому что башкирский композитор у нас играет очень охотно. Я являюсь, так сказать, старейшим педагогом отдела. И благодарна администрации училища, что она дает возможность поработать нам, дает возможность
побыть в этой атмосфере, в которой мы уживаемся, больше 45 лет. И радуемся успехам наших учеников, учеников наших коллег. И, так сказать, продолжаем жить активной, творческой жизнью.